Когда руководство компании говорит, пожалуйста, дайте вот документы проверим, если мы что-то нарушили, мы внесем. А когда им говорят, нет, вот есть 50 миллионов, вы заплатите. А потом, если еще не все, вы заплатите, потом еще заплатите. А куда? Вот только на какую-то предвыборную кампанию, только куда-то якобы бюджет, хотя представитель бюджетного комитета, представитель бюджета сказал, что никакого даже вопроса не было о том, что не предусмотрены эти 50 миллионов в этом бюджете. Возникает вопрос, а куда эти 50 миллионов должны были уйти? И опасность тут заключается в следующем, что зачастую, в общем-то, вот мы говорим, 50 миллионов, 1 200 000 000, да, там еще чего-то, государственные интересы, борьба с наркобизнесом, борьба с терроризмом, как актуально для Киргизии, для нас, да, оно может привести к тому, что, начиная вот с этого негативного момента, отношения между двумя сторонами могут испортиться. Потому что никто, может быть, зачастую и не будет в политэлите российской разбираться по этому как очень конкретному делу, скажет, ну, есть такой подход, а это же представитель правительства, извините меня, это же не просто частное лицо, то почему бы и нам не занять соответствующую позицию, например, по соглашению с ФМС? А это жизненно важный вопрос для Киргизии. Все начинается с малого, как я сказал. Сначала непонимание интересов инвестора. Вспомните, что было до 7 апреля. 1 к 1. Вот насколько все похоже, до удивления. Да, находился всегда, если так можно, я не знаю, злым гением его нельзя назвать, а вот некий субъект, который, значит, исходил из того, что вот есть возможность что-то себе забрать, надо забрать, да, вот. Нечто подобное возникает и сейчас. Если мы сейчас будем ходить вокруг да около, это будет неправильно. В конце концов, приведет к ухудшению отношений между Россией и Кыргызстаном. Мы не должны этого допустить ни в коем случае. Вы видели, какого обострения отношения были до 7 апреля. Не наше дело, конечно, вмешиваться, кого-то кем-то называть, но у нас создалось впечатление, что действительно господин Бабанов стоит во главе этого процесса. И что там есть глубоко корыстные интересы.